свободное доведение информации является дискриминацией по отношению к большинству граждан, которые не могли присутствовать здесь, соблюдая положение о самоизоляции. Неразумно ли пока на все исторической части сноса ввести мораторий? Потому что введение вот в этот список, например, по Лермонтову 24, полгода занимает, а его уже нету. Создана рабочая группа, и если вы хотите, вы можете принять в ней участие по тем домам, которые, по тем строениям, которые не являются объектами культурного наследия, но при этом представляют для нас определенную историческую ценность. У нас нет задачи построить полностью исторический центр там, в стекле и бетоне, наша задача нашу идентичность города сохранять. В зале находится не менее 105 человек, включая президиум, массовые мероприятия. Будем действовать в рамках своих компетенций. Скажите, а вот несмотря на постановление губернатора до 31 мая, получается, граждане могут собираться где угодно, в любом количестве? Только в масках и с соблюдением социальной дистанции, правильно? Период публичных слушаний у нас очень сильно затянулся, а в это время нам непонятно, каким образом работать, проектировать, строить. Многие проекты закладываются сегодня, а реализовываться будут там через год. И поэтому нам бы хотелось как можно быстрее получить ясные и понятные правила, по которым будет осуществляться застройка в ближайшие лет 10.